Здравствуйте, уважаемые телезрители! С сегодняшнего дня мы возобновляем телевизионный проект «Айзера». И теперь каждый четверг в прямом эфире вы можете наблюдать за обсуждением самых злободневных тем, волнующих наше общество. Представители законодательной, исполнительной ветви власти, оппозиции, общественности и журналисты в студии абхазского телевидения будут отвечать на наши вопросы, давать собственную оценку ситуации в республике и собственное видение разрешения тех или иных проблем. Итак, добро пожаловать в новый сезон программы «Айзера». Одна из самых болезненных тем в нашем обществе – работа правоохранительных органов республики. Государственные органы, уполномоченные осуществлять деятельность по охране правопорядка и законности, защите прав и свобод наших граждан. Как они справляются с этой задачей и на что нам надеяться в плане эффективности работы правоохранителей в обозримом будущем? Это тема нашего сегодняшнего прямого эфира. Ну и сегодня у нас в гостях, сразу скажу, что у нас был приглашен министр внутренних дел Гарри Аршба, и буквально вот минут за 10 до эфира нам стало известно, что он выехал в восточном направлении по работе и, к сожалению, не примет участие в нашей программе, но я представлю тех, кто сегодня у нас в студии. Итак, Заур Семенович Барцец, доцент АГУ, зав. Кафедрой уголовного права и процесса, старший советник юстиции. Георгий Аршба, первый заместитель генерального прокурора Республики Абхазия. Дальше у нас в гостях депутаты Народного собрания, представляющие комитеты по обороне и национальной безопасности, а также государственно-правовой политики. Это Илья Гуния и Рауль Лолуа, а также журналист Инал Хашик. Всем добро пожаловать. Заур Семенович, несмотря на то, что в нашей студии есть и высокопоставленные чиновники, позвольте обращусь к вам как к человеку, который прошел все ступени в правоохранительной системе, начиная от простого следователя до генпрокурора, и который, в принципе, знает всю подноготную этой системы. Конечно же, тяжело было всегда. Но вот как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию? С чем сегодня мы имеем дело? Вы знаете, мне тяжелее всего говорить, потому что я сейчас не работаю, поэтому не располагаю подробной информацией о состоянии дел на местах. Поэтому, в общем, говорить гораздо сложнее, чем с конкретными фактами. Безусловно, это наблюдение со слов людей, всех, кто сталкивается с правоохранительной системой. Безусловно, претензий сегодня много очень. И люди на самом деле недовольны, люди, я имею в виду в общем, в целом, мнение такое, недовольны структурой, работой в этих структурах. Но причина в чем, на мой взгляд, это может быть субъективное мнение. Многие вот здесь, я смотрю, и бывшие работники есть у нас. Георгий Нуриевич Вахтангович работал раньше в прокуратуре, начинал в Абхазии, потом он в России работал долго. Я что хочу сказать? Безусловно, авторитет, который был лет 20 тому назад, сегодня отсутствует. Отсутствует, потому что дисциплина падает, отдача во многих структурах. Безусловно, сегодня много претензий, особенно когда выходишь на улицу, это к работе ГАИ, движению транспорта. Безусловно, у нас много таких кричащих преступлений, которые остаются нераскрытыми. Все это требует повышения и работы, дисциплины, и требовательности во всех структурах, не только представитель, сегодня только у нас один представитель из работающих органах. Поэтому здесь общими надо усилиями поднимать дисциплину, в первую очередь, в этих структурах, а потом повышать, конечно, и отдачу. Безусловно, надо работать нормально, чтобы претензий было. Но без претензий никогда не было. Это всегда претензии предъявляли, но сегодня что говорят, очень сложно. Я недавно столкнулся с работой и суда, и прокуратуры,
милиции по некоторым вопросам, но я полностью разочаровался в том, что авторитет падает не зря. Работы не наложили, на самом деле надо улучшать. Все-таки что вот сейчас является вот главным фактором торможения эффективности работы правоохранительных органов? Вот на ваш взгляд, вот я вот вопрос будет ко всем, Зар Семенович. Поднимать дисциплину, готовить профессионалов. Вот мы говорим, специалисты есть с юридическим образованием, приходят, но надо их учить. Учить, чтобы отдача была. Вы, наверное, убедились, в последнее время и прокуроров меняется много, и министры меняются, а отдачи-то почти нет. Потому что прийти сегодня за год, полтора-два навести порядок в той системе, где человек работал, очень сложно. Поэтому профессионализм страдает в этих структурах. Надо их повышать. Я даже раньше помнил, хотя на формально или не проводились какие-то семинарские, повышение квалификации, я их в последнее время почти не встречаю. Поэтому надо и повышать квалификацию, профессионализм и дисциплину. Другого я не вижу вот этих причин. Георгий Вахтангович, вы вот человек, который непосредственно, так, грубо говоря, варитесь во всем этом. Что вы думаете об этом? Ну, я, может быть, так и традиционно выскажу. Естественно, Заур Семенович правильно определяет, дисциплина, самодисциплина – это основополагающие моменты в личности каждого сотрудника. Ну, конечно, как всегда говорили, кадры решают все, и материально-техническое обеспечение. Эти вещи были неразрывно связаны в деятельности любого учреждения, такого, тем более, как прокуратура, тем более. Ну, здесь говорилось также о учебе. Мы в рамках нашего международного сотрудничества с прокуратурой Российской Федерации, у нас организована учеба наших сотрудников. Наши сотрудники регулярно, ежегодно выезжают в Российскую Федерацию. Это и следователи, и прокурорские работники. Повышают там, с учетом того, что наше законодательство и российское, оно практически одинаково, поэтому им не составляет труда тот или опыт, или практику перенять и получить образование. Но, наверное, всего этого мало. Мало. Нам, наверное, свою надо, так скажем, национальную какую-то вот школу образования иметь. Согласно закону о прокуратуре у нас имеется учебный центр, но его деятельность, конечно, оставляет лучшего. Нам нужно создавать и свой фонд обучения. Не секрет, в Гаграх был учебный центр, где была вся прокуратура Советского Союза, повышала свою квалификацию. Сейчас этот центр есть, но фактически воспользоваться его есть. Есть там помещение, есть там конференц-зал. Ну, работа, она именно складывается вот в рамках того, что мы в Российскую Федерацию отправляем наших сотрудников. Рауль Валерьевич, вот вы сейчас депутат, но тем не менее у вас все-таки есть, мы знаем, опыт, да, работы в органах внутренних дел. Вот скажите, вот в свою бытность смогли бы ли вот вы нащупать какие-то вот возможности для улучшения вот ситуации? Ну, прежде всего, спасибо, что вы пригласили на эту передачу. Она, так понимаю, что новая. Нету министра внутренних дел. Надо здесь понять, наши телезрители, я думаю, поймут, потому что работа МВД – это оперативная работа, и в любой момент может произойти какая-то очень сложная, непредвиденная ситуация. Жалко, что здесь нету еще представителей суда. Это очень важно, потому что если говорить о работе правоохранительной системы в целом… Я извиняюсь, я вас перебиваю, но по вашей рекомендации мы связывались с представителями суда, но, вы знаете, они отказались. Они отказались, потому что именно вот судей очень трудно, конечно, приглашать. Они отказываются, ну, у них есть действительно объективные причины. Знаете, они считают, что их объективно? любое мнение, то есть все, что будет быть сказано, может быть расценено как влияние на общественное мнение на них и так далее. Вот в таком плане. То есть, может что-то повлиять? Никакое общественное. Наоборот, вот именно обществу важно узнать работу вообще в целом всего блока, потому что Министерство внутренних дел проводит свою работу, прокуратура свою работу, а в конечном итоге все принимает решение уже судья, судьи наших городов и районов. Поэтому, конечно, ну ладно, если нет, так… Конечно, я понимаю, думаю, что суд ставит последнюю точку в этих разбирательствах, но в наше время правоохранительную систему входит суд? Или это по советским… Правоохранительную не входит, она отдельная ветвь. Это отдельная ветвь власти. Я говорю в общем, чтобы понять. Вообще же мы говорим о ситуации в стране, правоохранительной ситуации в целом. Поэтому вот в этом плане. Ну, что сказать. Сегодня вот министра внутренних дел нету, но здесь. Но он приходит сегодня в парламент. Мы общаемся. Уже несколько раз у нас проходила встреча. Обсуждаем разные темы.
Вот вы затронули мою работу, и, конечно же, я там на встрече обсуждаю и рассказываю, какие положительные эффекты были уже в бытность нашей работы. Конечно же, я думаю, что необходимо сейчас наладить очень качественную работу. Есть для этого все условия, и потенциал есть. Но руководство МВД, здесь, конечно, пока еще нету заместителей, но не стоит с этим затягивать. Ну и очень важно внимательно к этому отнестись, к назначению заместителей, потому что это очень важное звено. Вот. Я думаю, что мы хорошо сработаем в парламенте. Если какие-то поправки к законам, конечно, мы оперативно будем принимать участие в этом плане. Вот, и думаю, что министр и его представители будут приходить в наш комитет, и мы активно будем помогать и работать в этом плане. Но я хотел бы отметить, что не только МВД отвечает за безопасность. Очень важна работа прокуратуры, потому что дела, те, которые формируются, первичные дела, которые формируются в МВД, они совместно с прокуратурой начинают дальше двигаться. И здесь очень важно, чтобы в процессе формирования, уже закрепления этих материалов, чтобы дело доходило до суда максимально объективно. Потому что многие очень жалуются, что, и мы видим по этой обстановке, что все-таки дела на этапе следствия, предварительного следствия, они теряют свою, скажем так, силу. А это очень важно. Особенно касается дел таких громких, серьезных, нашумевших таких дел. Здесь важна принципиальность и доведение до суда именно вот такого объективного дела, потому что по-другому эффекта от этого не будет. Илья Дичикович, ну вот вы возглавляете сам Комитет по национальной безопасности. В последнее время у вас часто вот эти заседания, то по обороту наркотиков, да, вот последний раз было и так далее. Вот есть, вы что-нибудь уже нащупываете, какие-нибудь возможности? Ну, возможности всегда есть. Главное иметь желание что-то исправить. Сегодня я действительно вижу, что желание исправить ситуацию в правоохранительных органах существует, потому что действительно мы часто начали встречаться, мы общаемся, мы приходим к какому-то единому мнению. Все-таки парламент законодательная ветвь власти, и поэтому для того, чтобы понять, где прорехи, мы должны спросить профессионалов, это МВД, СГБ, прокуратура. Возможно, чего-то может быть в законах им чего-то не хватает, да, мы об этом беседуем, говорим, где надо ужесточить, где надо немножко как бы и отпустить, наверное, какие-то вещи. Но, тем не менее, сегодня, если говорить в целом о правоохранительных органах, то кредит доверия действительно очень маленький. Почему кредит доверия маленький? Тут много факторов. Да? И один из факторов – это, наверное, избирательность в наказании, избирательность в подходе законности к тем или иным лицам. Да, люди, которые нас окружают, наши избиратели. То есть равенство всех перед законом? Должно быть равенство закона, естественно. Да, ставится под сомнение. Люди зачастую не верят просто правоохранительным органам. Очень сложно, наверное, возвращать это доверие, но я думаю, мы будем двигаться в этом направлении и делать все, чтобы люди поверили, что правоохранительные органы могут и обязаны обеспечить безопасность своих граждан. Инал Николаевич, вот после назначения нового министра МВД у вас была статья, если позволите, я вас процитирую, вы пишете, что Гарри Аршби не позавидуешь, из всех инструментов и медикаментов, необходимых для лечения тяжело больного организма, по всей видимости, его снабдили лишь пилюлями. Я, конечно, понимаю ваш журналистский сарказм, но вы действительно считаете, что сегодня министры вообще, они как бы у них мало рычагов воздействия вообще от смены, и вообще как бы личность ничего не решает? Ну, посмотрите вообще на те громкие какие-то преступления, которые совершались у нас за последние несколько лет, и потом как все это вышло, как бы. Каков итог этих? И у нас и милиционеров били очень жестко, да, там были какие-то нападения, очень громкие какие-то преступления, и все это как-то быстро растворялось, быстро договаривались. То есть здесь, в общем-то, с одной стороны у нас какая-то договорная правоохранительная система, с другой стороны она еще крайне коррумпированная, да, у нас там проблемы с кадрами, с материально-технической
базы, но то, что эта система насквозь коррумпирована, это факт. При наличии денег у человека, совершившего преступление, там, то есть если там, допустим, на стадии первоначальной там, в МВД не взяли, там, в прокуратуре не взяли, то, наверное, в суде возьмут. То есть человек, там, следователь, да, там, скрупулезно занимается этим делом, там где-нибудь какой-нибудь судья взяли, его подмазали, и все. И то есть это дело развалилось. У нас вот это такая порочная система. Даже громкие преступления у нас как бы быстро отмазывают. Это представляете себе, вот вся страна кричит, орет, там говорит, вот какое громкое преступление, и там успевают как бы взять на лапу. А что говорить про обычные такие преступления? Вот какого-то наркоторговца поймали, да, и там один раз показали по дежурной части, а потом смотришь, через полгода он гуляет. Вот сейчас, кстати говоря, в социальных сетях ролик вывесили, когда наркоторговца задерживали, и он там рассказывает, куда, что закладывали. Потом выяснилось, что, оказывается, этого наркоторговца, ему там статью переделали, он уже не наркоторговец, а просто потребитель и быстренько выйдет на свободу. То есть у нас очень коррумпированная система. То есть и личность, да, может и кадров не быть, может и материально-технической базы проблемы быть, может милиция пешком передвигаться, да, там прокуратура там на трамвае ездит. Но если чистых рук не будет, у нас будет бардак. И вот с этим надо бороться. Я не знаю, и прежде всего, наверное, самой власти, потому что вот так смотришь, анализируешь ситуацию, вот родственники, там, члены там, правительства, их родственники и так далее, почему-то они очень как-то участвуют во всех этих как бы, разборках, драках, каких-то противоправных действиях. Вот если каждый с себя хотя бы начнет, то, наверное, мы какой-то порядок наведем. С другой стороны, у нас проблема другого характера. Сейчас преступления совершают в основном это те люди, которые родились, то есть вот их сознание сформировалось вот с военной Абхазии. То есть если там, допустим, в 90-е годы люди еще помнили советский порядок, там все-таки какая-то ответственность была, дисциплина. Сейчас вот это поколение, которое выросло вот как бы чуть ли не в такой полуанархической такой системе, да, и я думаю, вот с каждым годом, если вот сейчас не остановить вот это развитие событий, то этот вал преступлений, он будет по накатанной идти, еще больше будет. То есть, если ты сегодня одного милиционера побили и глаза закрыли, то завтра 3 побьют, а послезавтра 10 побьют, и уже этот процесс никто не остановит. Потому что это уже будет традицией. Это уже становится традицией. Ну, как раз таки это и произошло у нас. У нас мы можем там собрать митинг, прийти к министру, забрать от него кого-то, кого задержали. То есть есть безнаказанность в каких-то вещах, она порождает и дальше преступления. И, конечно, ситуация сложная тем, что система в правоохранительных органах должна вычиститься и сама изнутри, потому что невозможно задержать человека, предъявить ему что-то, когда ты сам нечист. У нас же общество небольшое, маленькое общество, мы все друг про друга все знаем. Мы прекрасно знаем, кто взял деньги, скажем так, кто взял взятку, за что отпустили, когда отпустили и почему не сидит. Да, то есть общество маленькое, тут информация не скрывается, поэтому эта чистка должна происходить изнутри прежде всего. И правоохранители сами тоже должны быть защищены. Ну, конечно, они должны быть защищены обязательно. Я уже не говорю об оснащении, потому что преступления у нас стали совершенно другие. Преступления 20-летней давности сегодняшние они разные. Потому что сегодня появились гаджеты, появился интернет, появилась другая связь, появились много факторов, да, а наши правоохранительные органы просто не успевают за ними. Это же не поймать за руку, да, тут есть масса вещей, которые они должны сделать, они должны быть технически оснащены, технически грамотны. Для этого надо обучать, для этого надо иметь специалистов. Это цепочка, которая должна привести к профессионализму, и этой цепочки нету сегодня. Вот Рауль Валерьевич говорил о важности работы Генпрокуратуры во всей тоже этой системе. Кстати, вот вообще вся правоохранительная система, ну,
Георгий Вахтангович, так получилось, что у нас один сегодня представитель, то есть должны были быть там МВД, там, СГБ, Генпрокуратура, таможня. И все же, насколько вот важно, на ваш взгляд, вот это взаимодействие всех органов? Спасибо. Ну, законодатель определил роль прокуратуры как координатора правоохранительных органов. И мы эту роль выполняем. Складывается она в том, что мы, естественно, ежегодно, но эта работа у нас обязывает, составляем планы координационных совещаний, где отражаются наиболее актуальные вопросы. И мы с участием всех правоохранительных органов, кто занимается в том числе оперативно-розыскной деятельностью, обсуждаем эти вопросы, вырабатываем решения, направленные на укрепление, на развитие, пресечение, предупреждение преступлений. Такая работа у нас ведется ежедневно. И она как бы не останавливалась, несмотря на какие-либо вот события политические в стране. И, тем не менее, мы эту работу продолжаем. Взаимодействие – это основной такой принцип всех правоохранительных органов. Не скажу, что не секрет, мы ежедневно или там каждый раз на каждом совещании говорим, что хромает у нас взаимодействие правоохранительных органов. И все время, получается, что ведомственные интересы, когда мы говорим о роли прокуратуры, роль там, например, МВД, отвечает, что да, мы готовы взаимодействовать, но будем делать это по каким-то своим там правилам, которые зачастую вот противоречат нашим каким-то делам, и каждый орган замыкается на себе, и эта связь теряется. Если это касается, например, уголовных дел, здесь роль оперативного сотрудника и следователя. Вроде бы есть и указания, вроде бы есть соответствующие совместные у нас и приказы, но тем не менее, наверное, вот эта вот грань, она все равно существует, хотя мы обеспечиваем, скажем так, на всем уровне, на территориальном, там, на республиканском уровне вот это вот взаимодействие и контроль за этим делом. Жар Семенович, в вашу бытность тоже были, наверное, проблемы, как вы с ними справлялись? Проблемы были всегда, безусловно, в какой степени, как решались эти проблемы, это другой вопрос. Знаете, вот я, пользуясь этим обращением ко мне, могу сказать, что вот я вот в Абхазии по правоохранительной системе 1976 года, 1976 года. Между прочим, если вот сравнивать тот период и сегодня, безусловно, падает и авторитет, и профессионализм, и возможности этих органов. Вот как Хашир говорил, если эти органы вот так будет продолжать, мы куда выкатимся? Это же, знаете, просто опасение такое. Потом невозможно будет исправлять. Вот надо стремиться к тому, чтобы сегодня уже начинать исправлять. Вот здесь правильно подчеркивали, что каждое ведомство по своей системе, по своей отрасли работы должны навести порядок. И усилить контакт, это безусловно. Без контакта МВД и прокуратуры я не представляю раскрытия вот таких преступлений неочевидных. Но в то же время каждое ведомство должно у себя поработать над тем, чтобы система была налажена нормально. И требования, чтобы они боялись. Но тут возникает еще другой вопрос. Безусловно, тут должна просвечиваться требования сверху, чтобы эти органы чувствовали, что дальше так нельзя работать. Тут должна администрация президента и президент все должны уделить внимание этим структурам. Кстати, вот я заметила, что часто так бывает, что вот кадры они перетекаются из одной структуры в другую, там, из суда в прокуратуру, или там на обратно, или в МВД. Да. Это вообще нормальная практика или это проблемы нашей кадровой? Это, знаете, бывает часто пересечение этих перемещений этих лиц, они больше всегда субъективные интересы больше, чем общественные бывают иногда. Тут зарплата в суде сейчас хорошая, поэтому рвутся многие попасть в суде. Только работа в суде более популярна, да, я как понимаю? Такая, да. Да, Рауль Валерьевич, Рада. Здесь надо, я думаю, что еще отметить и социально-экономическое положение в стране. Это очень важно. Если страна экономически развита, если успешная, то и преступность будет немного другая, и зарплаты у сотрудников будут другие.
Если мы карабкаемся, скажем так, образно говоря, выживаем, ну и преступность будет выше, и она будет более жестче, она будет более опасна. Это все взаимосвязано. Здесь надо понимать нам всем, чем будет более успешна наша страна, тем более успешна будет общая обстановка. Помимо этого, очень важно, вот здесь мы это отмечали не один раз, я тоже еще раз повторюсь, личный пример каждого, особенно руководителей. Руководители политической элиты, это очень важно. Они должны показывать пример, как себя вести, что не нарушать закон, не воровать у государства. Вот это очень важно. Знаете, если это каждый показывает, в том числе исполнительная власть, законодательная власть, вести себя на дорогах, вести себя вообще в общем в обществе, то, понимаете, тогда и люди уже будут за этим смотреть и будут видеть, что нарушать нельзя. Наказать могут любого, без разницы от ранга, погон, что-либо еще. Потому что люди поверят только в справедливость. Люди поверят только тем, которые выполняют законы. Очень важно еще, общество должно поверить правоохранительной системе. Вот. Это необходимо сделать. Я вообще думаю, что в Министерстве внутренних дел необходимо ввести такую вот должность, как работа с общественностью. Работа с общественной палатой, с парламентом, с другими организациями. Это очень важно, потому что если начала работать система, то нужно двухстороннее движение, и общество тоже должно посыл дать, тоже должно поддержать. Но оно поддержит только тогда, когда будет уверено, что правоохранительная система начала справляться, начала очищаться и начала наводить реальный порядок. И вся система, и вся власть в целом. Иван Николаевич, ну вот вы говорили о том, что тоже вот, я помню, уже точно не могу процитировать, но в вашей статье, что любой вот вообще чиновник, который приходит, да, вот к власти, он начинает там со слова реформ, потом это слово реформ постепенно изымается из лексикона, потому что ну, понятно, что делать реформы в одном взятом ведомстве или какой-то одной системе невозможно, да? Но тем не менее, вот как себя вести все-таки чиновнику, которому вот, ну, доверили вот это вот, а система вся вот такая вот. Ну, я думаю, все-таки нам нужно и оглядываться по сторонам, ездить. Не только, допустим, в ту же Россию есть. Вот мы говорим о большом количестве аварий, да, там на наших дорогах, и есть страны, у которых очень хороший опыт борьбы, да, там, когда они там количество этих аварий там снизили там до минимума, довели до минимума. То есть там и организация работы, и вообще организация там вообще этой правоохранительной системы. Я был вот несколько лет назад в городе Данди, там, это в Шотландии, там 150 тысяч населения проживает, и был в гостях в полиции. Там начальник полиции принимал, и он рассказывал, то есть я когда начал интересоваться, как там, сколько у них там количество там смертельных там этих эпизодов, количество смертей на дорогах за год, и он говорил, да, у нас, говорит, это проблема, говорит, у нас 3 человека за прошлый год, говорит. То есть в авариях погибло, то есть это для них такая, то есть это большая, огромная проблема для них была там, и количество убийств в городе там достигало, да, 4 человека убиты были, причем шотландцы, они очень горячий народ, то есть они могут выпить, и потом уже многие себя как-то не очень контролируют, там еще есть футбольные фанаты, но тем не менее вот как-то вот этот порядок, он как-то сведен вот до таких показателей. Причем я не думаю, что они там что-то, какие-то цифры укрывают. И мне кажется, нужно все-таки, есть там какие-то возможности все-таки поехать, увидеть, как вот эта система выстроена. И даже с нашей правоохранительной системы там ездили, я помню, Алексей Ломия ездил, и нынешний начальник ГАИ Абхазии, там, исполняющий обязанности Батал Агарба ездил, там многие, кто-то ездил, видели эту систему, но приезжали, ну вот, ну им кажется, ну, что-то сделаем, да, а потом выясняется, что вот как бы никто не готов что-то менять в этой. То есть у нас очень часто меняются руководители, приходят, я не думаю, что он приходит просто сидеть. Любой руководитель, он амбициозный сам по себе человек, он собирается что-то поменять. Но потом он сталкивается вот с такой стеной,
где, мол, ты куда, парень, пришел, да, здесь вообще ничего менять, сиди тихо и не выпендривайся, да. Но у меня такое ощущение, что вот именно вот такую мы сами систему создали, при которой никто ничего, будут просто говорить ля-ля конференции, а вот дела, в общем-то, никакого нету. И нам вот, я не знаю, вот у нас сейчас очень пестрая политическая картина в Абхазии. И я думаю, вот надо все-таки какую-то дорожную карту всем политическим организациям, потому что так или иначе это очень спекулятивная тема. Вот любое какое-то преступление, и там и начинается там кто-то кого-то по-политически, начинает разыгрывать какую-то карту. Вот все-таки нужно этим политическим силам сесть и договориться о некой дорожной карте, что, ребята, мы так доиграемся. То есть, если мы будем там штурмовать МВД по всякому поводу, там, выходить на какие-то баррикады, закрывать трассы, перекрывать трассы и так далее, то от этого государства через год, через два ничего не останется. Потом сами уже никто, даже захотеть удержать ситуацию, не удержит. Поэтому, в общем-то, нам нужно, вот, чтобы эти политические силы, они, в общем-то, договорились. Можно о чем угодно там спорить, говорить, но вот есть какие-то табуированные темы, поступки и так далее. И я думаю, это касается вот правоохранительной системы. Руководители адекватные тоже нужны. Это везде. Да. Нет, это как бы безусловно. Понятно. Позвольте, тогда вот я вернусь вот к последнему вашему заседанию, да, вот в парламенте, где речь шла как раз об ужесточении, да, законодательных мер по вот обороту наркотиков и так далее. В принципе, отсюда тоже вытекают эти проблемы с ДТП, и знаем, это вообще бич сегодняшнего нашего времени. То есть там, насколько я понимаю, там были представители как раз-таки правоохранительных органов, там СГБ, МВД, да, вот вы все вместе решали, там речь шла об ужесточении этих мер, там повысить планку там до 25 лет, да, за распространение и так далее. То есть могут такие меры на самом деле вот к чему-то вот привести, на ваш взгляд? Рада, мы часто, вот давайте уж честно, мы часто говорим о реформах, мы часто говорим, что надо все перестроить, да, наверное, действительно так, да. Но мы должны понять, потом меняются руководители, все приходят с энтузиазмом, уходят, поникнув, не справившись с какой-то задачей, но мы должны понимать, почему так происходит. Для больших реформ нужны большие деньги. К сожалению, это так. Для того, чтобы совершить большую реформу по всей стране или в отдельной просто честно, отрасли... порядочно работать этого недостаточно? Нет, я объясню. Для того, чтобы... Что такое честно, порядочно работать? Мы говорим, вот давайте так, вернемся к авариям. Да? Мы что, каждому сумасшедшему можем представить милиционера? Да вы не давайте этому сумасшедшему права. Или отнимите у него права. Правильно. Можно отнять права, можно... А если он без прав будет ездить? Нет, посадите. Тут, понимаете, вот у нас были идеи там по камерам, да, по всей Абхазии, да, это финансы. У нас был там по штрафам, по оснащению там города. То есть глаза нужны везде. Да? Можно действительно, кого-то останавливают, кого-то нет. Да, мы с этим тоже сталкиваемся. Но в любом случае для реформ это большие деньги. Сегодня мы исходим из того, что у нас есть. Из тех финансов, которые сегодня существуют. И поэтому мы придумываем или собираемся, по крайней мере, ну да, надо ужесточить. Что у нас самый большой бич? Это наркотики. У нас сегодня исходящее, по моему мнению, что исходное того, что происходит, это те же аварии громкие, те же убийства, грабежи. Да? Что является причиной? Причиной является наркотики. Ну, да, но мы зачастую говорим о наркоманах и чаще забываем, что эти наркотики как-то в Абхазию попадают. Каким-то образом у нас люди, которые попадаются именно на перевозки, распространение на незаконном обороте наркотиков, каким-то образом они оказываются на свободе. Это же все видят. Мне кажется, на сегодняшний день правоохранительные органы должны бросить все силы, да и парламент в том числе, и законодательно, и мы должны бросить все силы и направить именно на то, чтобы эти наркотики в республику попадали как можно меньше. Да, Рауль Валерьевич.
Да, я продолжу. Лягуня все правильно говорит. Ну, в парламенте создана комиссия по обороту, за незаконным оборотом наркотиков. Возглавляет ее Дмитрий Двар, и мы все в нее входим. Вот. Ну, там около 9-10 депутатов. Поднимается тема часто. Кстати, мы его тоже приглашали, но, к сожалению, его нет в Абхазии. Поднимается эта тема, и мы бурно ее обсуждаем. Но важный очень момент. Наши статьи, законодательство наше, уголовный кодекс очень суровый. Есть статьи, которые 15, и 10, и 12 лет предусматривают. И в том числе вот по этим статьям, по распространению с целью сбыта, получения какой-то прибыли наркотиков. То есть статья очень суровая. Но, к сожалению, вот возьмем даже пример, здесь этот пример тоже, я так понимаю, что говорили об этом примером. Задержание в Ачимчирах, Харчилава. Значит, там ситуация была такая. Человек, когда задержали, он давал показания, что называл свой позывной, так называемый, и говорит то, что он является распространителем. К сожалению, эта статья суровая. Она каким-то образом, вот мы сейчас этим разбираемся, в парламенте этим занимаемся, переходит уже на более слабую статью. И вот здесь становится вопрос. Если мы ужесточим, куда больше еще ужесточать? Вопрос другой. Мы не в состоянии нормально справиться с теми законодательством, с тем, которые у нас сегодня есть. Вот когда мы будем к этому готовы, вот когда мы будем заставлять нашу правоохранительную систему в целом, не только МВД, который задержала фактически, и прокуратуру, которая ведет это следствие, и суд, который фактически уже наказывает этого распространителя наркотиков, тогда уже, значит, люди, те, которые привозят сюда наркотики с целью сбыта, они будут понимать, что здесь они будут отбывать наказание столько, сколько необходимо по закону. А если они будут понимать, что через какое-то время, с учетом нашей коррупционной схемы возможной, они выйдут рано на волю, то выйдут и опять привезут сюда такое же количество наркотиков. Это очень важно. Поэтому, конечно, есть статьи, которые нужно сегодня пересматривать, и мы этим занимаемся, и, скорее всего, я думаю, что изменения будут предложены. Вот, Заур Семенович, ну вот на какие нормативы сегодня опираются вот на правоохранительные органы? Нужно ли действительно что-то менять? Вы знаете, вот части изменения законов, вот как они говорят, на самом деле законы жесткие, только их и надо исполнять четко. В исполнении вот мы страдаем очень сильно. Правда, нынешний состав парламента там какие-то изменения внесли в действие, не какие-то, очень много изменений внесли, необоснованных, ненужных, которые мешают работе это по процессуальным нормам. Но их надо менять, это надо кому-то уделить внимание. Это очень много времени требует для того, чтобы внести в парламент об изменении этих норм. А так, на самом деле, вот все говорят, мы все говорим очень правильно, требования понимаем, но исполнители-то в основном. Вот я думаю, парламент имеет возможность чаще заслушивать, требовать информации, заслушивать, допустим, исполнителей по линии МВД. Вот здесь хромает работа МВД. Надо его налаживать, другого выхода нет. Георгий Вахтанович, ну, надзор, что могло бы, конечно, тоже нужен в прокуратуре. Облегчить, допустим, в изменениях? В законодательстве? Ну, я не готов сейчас какие-то готовые рецепты сказать. Если говорить о законодательной инициативе, она была проявлена в октябре 2016 года. Были внесены изменения в закон об временном исчислении порядка лиц, содержащих под стражей. Он существенно, скажем так, снизил возможность людей, отбывающих наказание, заменил там 2 дня лишения свободы на 3. И при сложении вот те самые громкие дела существенно снижается наказание, и люди действительно, получая там 12-13 лет за сбыт наркотиков, выходят раньше, ну, скажем так, дозволенного, которое было при прежнем кодексе. Ну, не знаю, мы законы не обсуждаем, мы их исполняем, органы прокуратуры в том числе нацелены на исполнение законов. Но в то же время обладаем законодательной инициативой. Там по нашей инициативе вот в порядке 2016-2017 году внесены 6 законопроектов. Здесь речь шла уже о поведении служебном, о поведении, значит, сотрудников, в том числе прокуратуры. Ну, в прокуратуре существует кодекс прокурорской этики. Мы руководствуемся. При каждом нарушении служебном проводятся служебные проверки. У нас в том числе до увольнения доходят и другие меры дисциплинарного взыскания.
В том числе я хочу сказать, что по инициативе прокуратуры был внесен законопроект и готовится еще закон о борьбе, противодействии коррупции. Сейчас он находится на стадии рассмотрения в парламенте. Там мы просим его дополнить тем, чтобы лицам, замещающим должности государственные, был бы порядок их соблюдения доходов, их расходов и всех остальных норм, которые ограничивают государственного служащего. Вот мы работаем с парламентом, в том числе и следим за продвижением наших законопроектов. Да. Вот и еще один момент. Мы уже говорили о работе суда. Понятно, что есть, конечно, много нареканий и к работе судебных органов, и вообще конкретно каким-то там к судьям и вообще. Знаем, что очень много дел зависает именно в суде. Проблема ли это только этой системы и судей? А нет ли проблем именно в предварительном следствии? Качество следствия всегда это основной вопрос, и к прокурору он обращен. Потому что мы, можно сказать, какой-то мини-суд. Прокурор перед отправлением дела в суд должен его изучить, и посмотреть обоснованность и квалификации, не занижена ли она, нет ли, скажем так, и завышения. И тем не менее, все-таки роль на прокуроре очень важная, потому что ему в дальнейшем поддерживают и обвинения по этому делу. Если из статистики, были названа такая категория дел по незаконному обороту наркотиков. За 1,5 года мы проводили обобщение. Таких дел судами было рассмотрено 172 дела. И по статистике ровно половина лиц осуждены к срокам, связанным с лишением свободы, а вторая половина, соответственно, к несвязанным с лишением свободы. По некоторым делам, порядка 20 дел, прокуратура не соглашалась, кассационные сроки, а протестовала. Ровно половина также нас услышал суд Верховный, где-то, оставил те же решения на прежнем уровне. У нас формы, скажем так, воздействия только через наши протесты. Мы этим правом пользуемся. В каждом случае, где мы не согласны, мы, соответственно, и реагируем в таком порядке. Зару Семенович, а вы что думаете, как все-таки, в каком виде дела поступают в суд? Почему так все-таки часто бывает, когда кажется, что вина очевидна или очевидно, все дело, но суд все-таки по-другому решение принимает? Вы знаете, этих фактов я не располагаю, поэтому общее впечатление, общие фразы, это просто результату не дадут. Да, есть случаи, когда в этой части злоупотребление идет со стороны дознавателей и следователей. Естественно, это пресекаться должно быть прокурорским надзором. Но пока претензии есть большие очень. Рада хотел бы тоже дополнить по поводу статистики. Сегодня рапортует МВД, вообще сегодня мы, в принципе, примерно у нас раскрываемость показывает МВД 70%, 65%, даже больше 70%. Такое нигде в мире, такой процентности раскрываемости нигде в мире нет. К сожалению, статистика ведется не очень правильно. Здесь надо тоже, я думаю, что будет пересмотреть именно ведение статистики, потому что на раскрываемость показатель это аварии, то есть такие очевидные уже вещи, которые и влияют на саму статистику. А дела тяжкие, особо тяжкие, то есть вы считаете, что уголовное преступление надо отдельную статистику вести? Для объективности надо понимать уголовные именно статьи и уже другие статьи, которые, скажем так, более очевидные. Понимаете? Поэтому и процент раскрываемости и рапортовать уже МВД будет совершенно по-иному. Еще... Обязательная фиксация происшедшего. То есть статистика что такое? Если мы не зафиксировали сегодня аварию, то в статистику эту аварию не попадает, ее надо зафиксировать. Сколько таких дел, которые не зафиксированы? Тут вопрос такой немножко... А для того, чтобы понимать, что действительно, каких масштабов все, то надо зафиксировать все, хотя бы понять в год, какие это масштабы и как с этим бороться. Потому что если мы фиксируем там 50% происшествий, 20 или 30, я не могу сказать, или даже 100, то мы должны понимать, из чего исходить. Так, но это все-таки это все в одну кучу, это делается для улучшения статистики или это просто так принято? Статистика, когда улучшается, это, конечно, хорошо, только за счет чего? На самом деле статистика не всегда отражает реальное положение, потому что наукой доказано, что официально регистрируется не более 20-25 преступлений всех совершаемых
вот в регионе, потому что люди не обращаются, люди не верят. Ну, в этом плане, поэтому обстановка создается иногда даже не по зарегистрированию, по заявлению, а так вообще. А сколько случаев таких, все вы знаете, преступления были, но заявления нет, и следствие не ведется. Нет, я хотел бы сказать, Эдуард Семенович, что у нас есть такие дела по фактам сокрытия от учета преступлений. Дела возбуждались в отношении сотрудников внутренних Это дел. что стало известно. Да, стало известно. Доведено до суда, есть приговоры. Такая у нас статистика тоже есть по делам Это не сокрытия только от у нас. В учета. России вот регистрируют 20-25. Ну, Это аналогично и у нас. Я не понимаю, почему сегодня, да, вот при таком отношении начальники милиции пытаются сокрыть от учета. Никого еще, мне кажется, не уволили за нераскрываемость преступлений. Но вы понимаете, мы Не должны знаю. понять одну вещь, Да. что скрываются может для улучшения статистики, может если Вряд ли, статистика плохая, кого-то за это наказывают Да, или да, ругают, да, но на самом деле, если не скрывать всю статистику, то ты будешь иметь реальную картину. Конечно. И поэтому Потом за что с ней это... делать? Нет, ну хотя бы Там видно понимать, будет, что какова с ним картина делать. реальная. Конечно. И поэтому не надо тут этого бояться ни начальника милиции, ни МВД, и ни всем остальным. Преступление должно быть, даже если не раскрыто, оно должно быть Все зафиксировано. обращения должны быть Да, зарегистрированы. все Мы тоже так обращения считаем, должны быть и я не вижу причин для сокрытия начальника милиции. Еще раз говорю, никто не призывает скрывать конечно, преступления. конечно. Руководство МВД, наоборот, призывает преступления регистрировать, но тем не менее. Еще раз говорю, мы не знаем случаев, когда увольняли того или иного начальника за низкую раскрываемость преступлений. Кстати, есть какое-то Нет таких. наказание за вот, нераскрытие преступления? инерционное. Если- Это преступление уголовное, называется в связи с выполнением служебных правильный момент, обязанностей, Рада. превышение по должности, злоупотребление Ну, полномочиями. кстати, я не думаю, что это инерционное от советского, не думаю, что совсем так. Ну, статистика, да, план был, план выполняли. Так да. называемая палочная То такая есть кровь из система. носу надо Да, надо раскрыть выполнить преступление, план. да? Нет, дело не в этом. И что? Дело в том, что лучше преступление не зарегистрировать. То есть, если ты его если не зарегистрировал, его нет, его и не надо раскрывать. Понимаете? То есть, начальники милиции на местах, вообще следственные органы, они пытаются скрыть это преступление. Вот, и на статистику это уже влияет. Но вот мы в парламенте, министром внутренних дел, когда общались, говорили, важно зарегистрировать. Надо понять, что никто не будет за это наказывать или ругать. Вот именно такая должна быть установка. Зарегистрировать все то, что на самом деле у нас в стране происходит. Потом уже будет понятнее, как с этим бороться. Вот вы представляете, Подождите, я не поняла, они не регистрируют, потому что заранее знают, что не смогут его Не раскрыть? раскрыть. Надо вот смотри, Конечно. То есть, откуда ты знаешь? Для Можешь ты примера, раскрыть? в летний период мы часто и другие встречаем факторы машины, скоростные. боковые стекла разбитые, да, оттуда вытаскивают сумочку, там с документами или что-то. Это практически нераскрываемые вещи, мы должны это понимать. Они происходят массово, ну, если ты их всех зарегистрируешь, у тебя статистика возрастает, да. Но у людей документы пропадают. Вы посмотрите, сколько людей обращались за документами, тогда мы поймем, сколько... То есть эти вещи скрываются, Летний потому курорт, что сезон. практически они не раскрываемые. Если тебя за руку не поймал или камера не сняла, то... А если Раскрыть. документы подкинули, вернули? А уже, если в подкинули, общем-то, вернули, и то, в общем-то, и все довольны, говорить уже да, нечего. да. Никто не То есть жалуется. вот приблизительно о чем мы говорим. в год примерно около 400 краж совершается. Да? Примерно такая у нас статистика идет. Но вот сейчас, если мы Это говорим... разной степени, да, вот? реально, нет, Ну, летом краж, увеличивается, краж, потому что да, особенности, да? летом увеличивается, туристические зимой она машины, меньше. там, В целом, вот так примерно в квартирные среднем и так далее. регистрируется. Но теперь подумайте, сколько реально совершается краж. Ну, если мы говорим там 20-30%, наверное, порядка больше 1000. А сколько дел доходит до суда? До суда не больше 50 дел доходит. Вот теперь представляете картину реальную в стране. Сколько краж реально совершается и сколько человек в конечном итоге несет за это так или иначе, или отбывает наказание, или там по каким-то другим статьям проходит. А вы представляете, если все 1000 дел попадут в суд? Это вообще суд Ну, не это вылезет это просто. хорошо. Ну, может Из быть, этих там разбирательств. в начале у них действительно там проблема будет, они, может, круглые сутки там будут работать, но я думаю, если вот эти преступники, они так или иначе будут наказаны, то количество, там, через какой-то период, я думаю, количество этих преступлений уйдет на уменьшение, пойдет на уменьшение, потому что человек, который совершил преступление, это преступление не зарегистрировано, автоматически подталкивает его и дальше, Следующее. следующее совершать.
То есть это вот такой круговорот в природе, который существует, он и у нас в абхазском пространстве, в общем-то, действует. Да. Самый лучший способ борьбы с преступностью. Если каждый будет знать, что он будет наказан, как жестоко или мягко, но все равно воздействие будет на него, безусловно, он воздержится. Принцип не работает. Задар Семенович, ну вот раз вы начали говорить, можно мы перейдем к теме вообще кадровой политики вот в правоохранительных органах? Вот, что с этим делать? Стоит ли, не знаю, какие-то аттестации проводить, что-то? Вот что бы вы советовали сегодня? Я, например, считаю, что иногда назначаются на должности ответственными руководителями, ну, некомпетентные, которые не смогут работать. Ну, год продержится, 2-3, а потом, а как быть дальше? Там не получается, поэтому... В этом плане тут, конечно... Вот какая-то должна быть система вот выявления этой некомпетентности? Вот в советское время была. Готовили резервы. Их заранее брали с практических работников, на резерв брали, зачисляли, их предупреждали. Они знали, ответственно относились к своим функциям, росли. Но этой системы сейчас нет. Резервистов у нас никого нет. Поэтому эта система очень сложная, она будет работать, не будет. Это зависит и от руководителей, как наладить эту систему подбора кадров. Не по родственному, не в коррупционном плане все это решать по качествам, по индивидуальным особенностям людей. Может работать, он может грамотный, очень образованный, работать на этой должности. А сколько случаев было у меня лично, с отличием закончил, на практике год больше не продержался. Это случай бывает в жизни. То есть практически он работать не может. Вот таких надо отбирать и смотреть не образование, только информацию, какую иметь. А как он может... А бывали такие случаи, что такой вроде бы средненький студент, а стал отличным оперативником? Безусловно. Это отношение. Вот даже недавно у нас студентка встретилась в Верховном суде, они все восхищаются, как она работает, а училась очень слабо. Бывает и такое. Понятно. Георгий Александрович, вы что думаете про кадровый Ну, политику? кадровый резерв, он существует и в прокуратуре. У нас существует такой институт общественных помощников. Это люди в основном... Да. Это просто ходят, которые хотят в прокуратуре работать. Да, ну, Задар Семенович, все равно молодые люди, окончившие высшее, получившие высшее образование, с учетом того, что у нас вакансий, как всегда, ограниченное количество, мы назначаем этих молодых специалистов, общественных помощников, тоже их рассматриваем как кадровый резерв. Им поручаются определенные, да, там, поручения выполнения, ну, смотрим, какая у них там трудовая дисциплина, исполнительская дисциплина. Также в прокуратуре существует аттестационная комиссия, соответственно, там мы тоже молодых специалистов проверяем, есть годичное стажирование молодого специалиста. Нередко, тоже скажу, мы эту аттестацию продлеваем, а иногда не соглашаемся. Мы таким способом отсеиваем того или иного сотрудника, который, ну, скажем так, не может отвечать требованиям работника прокуратуры. Георгий Александрович, скажите, пожалуйста, а вот как вы относитесь вообще к информационной политике правоохранительных органов? Вот стоит ли вообще выстраивать свою информационную политику именно вот со средствами массовой информации и вообще? Ну, вот мы уже говорили о том, что судьи у нас не очень любят выступать и говорить свое мнение. Безусловно, взаимодействие со средствами массовой информации, открытость нашего учреждения, она должна порождать, знаете, как доверие к правоохранительным органам. У нас также существует должность помощник прокурора по связи с массовыми коммуникациями. Там. И наш сотрудник регулярно, в прокуратуре имеется сайт, мы публикуем там все, значит, актуальные, все резонансные наши дела. Ну, прокуратура не только связана с уголовным преследованием, у нас еще и такая функция, как надзор за исполнением законов. Мы осуществляем прокурорские так называемые проверки, и эти проверки приводят иногда к возбуждению дела, иногда мы ограничиваемся мерами прокурорского реагирования. И все это публикуется на сайте. Иногда и при актуальности, и при необходимости в средствах массовой информации. Обязательно, особенно мы с государственными органами средств массовой информации взаимодействуем. Естественно, я тоже считаю, что работа должна быть открыта и взаимодействие. У нас никогда не было таких ограничений. Мы ко всем относимся. Ага, Инна Николаевна, вот вы что думаете по информационной политике?
правоохранительных органов? Сейчас, конечно, намного лучше стало. Сейчас, в конце концов, если нам не успеет сообщить прокуратура, МВД, суды, есть социальные сети, там быстро тебе сообщат все, что происходит. Да, ну, у нас, например, я могу сказать, что, кстати, вот сегодня министр МВД, к сожалению, не попал на наш прямой эфир, но за вот этот месяц его работы, он, если бы сегодня попал, был уже 3-й раз у нас в эфире. Ну, это очень хорошо, что чиновники приходят на эфир и говорят о проблемах. И сейчас, конечно, с информацией лучше. И утаить очень сложно эту информацию в силу, опять же... И не надо. Да, и не надо. В силу того, что у нас вот сейчас современные технологии такие, что преступление только совершилось, да, уже там вся страна знает. И поэтому, мне кажется, лучше, наверное, как бы... всем этим правоохранительным структурам, в общем-то, ну там в определенной форме, исходя там из там секреты следствия, конечно, никто там раскрывать не... Ну, сообщать о том, что, в общем-то, что происходит, да, в стране. Хотя некоторые, конечно, преступления, в общем-то, они никак о них не сообщаются, потому что, опять же, из-за того, что где-то там какой-то родственник высокопоставленного чиновника там и так далее, и то есть это все муссируется в социальных сетях, и даже ролики показываются, и молчание полнейшее. И вот это действительно проблема. Опять же, мы все-таки должны понимать, что мы не родоплеменное государство строим. Мы, в общем-то, хотим построить правовое государство, где права всех этих граждан, они гарантированы, и они все одинаковые, все равны перед законом. Мы должны все-таки прийти к этому. Иначе у нас, опять же, вот мы будем каждый раз собираться и как бы обсуждать криминогенную ситуацию, все ухудшающуюся криминогенную ситуацию в стране. В общем-то, здесь родственники и так далее, это, наверное, на свадьбы, на похороны. Но все, что касается правоохранительной системы и других вообще вещей, вопросы государства, мне кажется, здесь, в общем-то, лучше как бы другие мотивы иметь, а не как бы именно сохранение там каких-то родственных отношений и так далее. Понятно. Ну, смотрите, сегодня мы говорили о том, что, конечно, главная проблема, которую надо оперативно решать и бороться, это проблема наркотиков, мы говорили, и сказали о том, что все-таки вот эта коррумпированность наша, конечно, мешает, ну, любому делу. С коррупцией у нас проблема не только какие органы должны бороться? Правоохранительные? Ну да. Ну, а если они сами вот коррумпированы, вот то... мы предлагаем с себя начать. Давайте все вместе поможем им очиститься, минимизировать эти потери. Вот я хотела вот к этому вернуться. Вот вы говорите очиститься. Как? Ну, Рада. Ну вот смотрите, извините. Да, вот смотрите, вот, допустим, есть суд. В этом суде, допустим, я не знаю, там 10 человек судей. Я 100% уверен, что не все 10 человек этих судей взяточники. Есть очень честные и порядочные люди. И вот эти честные, порядочные люди, они все-таки должны, в общем-то, они должны понимать, что эта тень, которая на плетение, она, в общем-то, от этих коллег на них тоже падает. То есть, когда говорят о том, что весь суд продажный, то есть, и это они тоже продажные выходят, хотя он не берет, этот судья, не берет на лапу. Но этот судья, когда он, в общем-то, из-за того, что этот его коллега вот так спокойно берет, но при этом он с ним видится каждый день и так далее, они там чашку кофе там распивают, по чашке кофе распивают, ему неудобно как бы протестовать, как бы. Мне кажется, вот если, в общем-то, вот в этой системе, в каждой системе, прокуратуры, там, МВД, люди, которые честно выполняют свой долг, они возьмут, в общем-то, ситуацию в свои руки, то вот таких людей, которые будут, как бы, в общем-то, вот эту ситуацию доводить до абсурда, до криминального абсурда, потому что коррупция – это то же самое, как бы подыгрывание криминала. За взятку статью же никто не отменял, да? Да, просто но просто ею не пользуются. Мы же видим. Я просто хотел бы увидеть, чтобы прокуратура кого-нибудь из своих, в конце концов, посадила. У нас за 25 лет, кажется, никого не сажали из прокурорских. Начните. Начните. Что вам мешает? Мы говорим о проступках. Да. У нас зачастую увольняют по собственному желанию. Да. Есть вот как бы такая вещь, что человека увольняют, как правило, по собственному желанию. Все понимают, что его уволили, на самом деле он уходит по собственному желанию.
Нам надо чуть-чуть жестче, надо увольнять по статье. Когда люди поймут, что их могут уволить по статье, при этом... Или их даже не увольняют некоторые. Ну, знаете, и такое тоже я есть. хочу тоже продолжают работать. Ну, там, вот по таким случаям должны быть подкреплены какими-то материалами, оперативными материалами. В данном случае законодатель определил орган, на которых возложена оперативно-розыскная деятельность. Это служба МВД, нашей безопасности. В случае если проведения таких оперативных мероприятий, даже в отношении сотрудников прокуратуры, мы уполномочены на это. Вы уже представитель общественности, поэтому ваше мнение, как можно самоочиститься органам? Это очень сложно. Знаете, вот все говорят, что надо вот взяться честным за других и тому подобное. Каждый раз, чтобы скомпрометировать какие-то действия или кого-то по его принятым решениям, материал нужен. Вот как он говорит, материал. Без материала вы просто словесно ничего не говорите. Если, вы помните, как по телевидению часто показывают, когда видео снимает реальную картину, и людей привлекают к уголовной ответственности или освобождают. У нас этих возможностей в кабинетах нет, ничего никто не контролирует. У нас установить, что человек взял взятку или допустил злоупотребление, очень сложно. Поэтому вот эти вопросы очень долго будут так тянуться, сложно эти вопросы решать. Сейчас я не хочу компрометировать и судей, да, сегодня, к сожалению, встречаются и там, везде злоупотребление, но материалы нужны. Без материалов говорить об этом некрасиво. Ну, смотрите, в советское время тоже не было видеокамер, но все-таки... Ну, в советское время другие требования были. Там за такой-то разговор, который компрометирует лица, он мог быть партийно наказан или освобожден от занимания. Они боялись больше. Тогда ответственности больше было, чем сейчас. Сейчас, знаете, как люди вот не чувствуют этой ответственности, требовательности, поэтому так себя ведут. Сейчас статей в законе появилось много, ответственности стало меньше. Законов много, да. Ну что, друзья, думаю, уже стоит заканчивать наш разговор. Я думаю, что лиха беда начала. Мы возобновили наш проект, и напоминаю нашим телезрителям, что мы были в прямом эфире. И мы сегодня говорили в том числе и о доверии правоохранительным органам, о том, как повысить. Ну, я думаю, что никак. Надо просто честно работать на поддержание правопорядка и законности. Ведь доверие населения правоохранительным органам – это один из важных показателей эффективности работы правоохранительных органов. Это была программа Айзера. Мы встретимся с вами в следующий четверг. Прямой эфир будет вести Левон Галустян, а я с вами прощаюсь. Спасибо всем. Айзера было комфортно.